Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции начнем с истории ТССР. В этот день, в 1921 году, родился Гази Загитов, старший сержант. 30 апреля 1945 года в Берлине первым ворвался в Рейхстаг и водрузил на его крыше победное знамя. 20 августа 1996-го Ментимир Шаймиев вручил экипажу татарстанского самолета Ил-76 почетные грамоты и памятные наручные часы. 7 членов экипажа смогли сбежать из плена талибов в Кандагаре на своем самолете. В этот же день, но в 2014 году, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова вручила президенту Рустаму Минниханову сертификат о включении Болгара в список объектов всемирного наследия. Это событие прошлого, а сейчас о главном на сегодня. Госсовет без перерыва на обед. Мне кажется, нашли разумный компромисс. Как прошло первое заседание осенней сессии, узнал Дмитрий Аринин. Из прибрежной зоны в национальный парк. Это будет тотальное изменение жизни города. Как преобразятся берега Казанки, узнал Рамиль Шайдуллин. На 100% Татарстане есть что сказать и медийщикам. Очень много тем, понимаете, которые мы могли бы и с миром поделиться, и от мира услышать в ответ, правильно мы двигаемся. Какие выводы делают и на какую обратную связь надеются, знает Алия Хайрудинова. За рулем сегодня только девушки. Очень сильно горжусь. Не знал, что у меня у супруги такой потенциал. Как женщины соревнуются в водительском мастерстве, увидела Вероника Гайнудинова. Сегодня депутаты Госсовета Татарстана наконец-то поставили долгожданную точку в так называемом законе о наливайках. Теперь розничная продажа алкоголя разрешена, только если площадь помещения таких заведений выше 50 квадратных метров. Почему набережные Челны стали исключением, а осенняя сессия прошла летом, узнал Дмитрий Аринин. Сегодня редкий случай, когда первое заседание осенней сессии прошло еще летом. Как объяснили на свою работу, депутаты решили собраться пораньше, потому что в сентябре внимание парламента будет приковано избранному президенту республики. Сначала состоится его инаугурация, а потом послание. По традиции, в начале заседания избрали мировых судей. Сегодня их было 3, и вопросов к ним не возникло. Без вопросов депутаты утвердили уполномоченного по правам человека в республике. Президент Татарстана предложил назначить на новый 5-летний срок Сарию Сабурскую. Омбудсменом она работает с 2010 года. Вы все хорошо знаете Сарию Харисовну, ее послужной список. Активная гражданская позиция, повышенная требовательность к себе. Многолетний опыт характеризует Сарию Харисовну как профессионального деятеля в сфере защиты прав человека. После одобрения Сария Сабурская принесла присягу. Клянусь быть верным Республике Татарстан, защищать права, свободы и законы, и интересы человека и гражданина. Несмотря на то, что действительно уже избираюсь не первый раз, но очень волновалась, потому что, во-первых, ответственность огромная. Самым ожидаемым вопросом сегодня был так называемый закон о наливайках. Решено было ужесточить правила работы кафе и баров в многоквартирных домах. На сессии обошлось без полемики. Как сказали, все уже обсудили в профильном комитете. Решено. Работу продолжат заведения, чья площадь как минимум 50 квадратных метров, а в Набережных Челнах, крупном моногороде, 100 квадратных метров. Мы провели серьезную работу, большую, с руководителями районов и городов нашей республики, местными советами, на которые тоже рассмотрели, и пришли, мне кажется, нашли разумный компромисс. Новый порядок теперь и в назначении прокурора республики. В связи с поправками в Конституции России кандидатуру теперь утверждают после консультации с Советом Федерации страны. Госсовет республики это подтвердил. Решение принято. Еще депутатам доложили, что делается в республике, чтобы экономика в условиях пандемии работала без сбоев. Так продолжается мониторинг цен, для бизнеса действуют налоговые и кредитные льготы. Помощью уже воспользовались 40 тысяч предпринимателей и 70 тысяч самозанятых. Совместная реализация всех мер поддержки, направленных на сохранение занятости, позволяет сдерживать резкий рост безработицы. Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться и по итогам года сократится до 46 тысяч человек. Заседание сегодня было короткое, без перерыва на обед. 26 вопросов, большинство из которых носили уточняющий характер, рассмотрели менее чем за 2 часа. В следующий раз депутаты планируют собраться вместе 18 сентября на инаугурации президента Татарстана. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
Набережная Казанки станет первым национальным парком страны. Накануне Рустаму Минниханову представили проект стратегии ее развития. В это время президент был за рулем велосипеда, чтобы лично убедиться в масштабах предстоящей работы. Команда чиновников на велосипедах, конечно же, вызвала немало удивления у прохожих. Впрочем, удивительно еще только начинается. В чем Казань может перегнать Америку? Сегодня наш веложурналист Рамиль Шайдулин приготовил обзорную экскурсию. Поскольку это дамба, она, в принципе, уже есть. Нет, отлично. К ней нужно делать подходы от жилых районов. Вообще здесь можно начать уже это. Здесь вообще ничего не стоит. Так, с Кировской дамбы начнется масштабный путь преображения набережной Казанки. Именно отсюда берет точку отсчета президент. С командой на велосипедах он лично осматривает прибрежные зоны. По его следам отправляемся и мы. Мы на том самом месте, где набережная Казанки и начнет свое преображение. Пока это место выглядит так. Красиво, уютно, но в то же время пусто. Здесь не хватает велосипедных дорожек и пешеходных зон. Так считают авторы новой стратегии ее развития. По этому маршруту создадут 42 километра велодорожек и 150 километров пешеходных троп. А берега Казанки превратятся в городской парк. Мы предусмотрели создание вдоль Казанки 12 парков общей площадью больше 1500 гектар. Это 5 централ-парков нью-йоркских. И это в 5 раз больше парков, чем сегодня официально зарегистрировано на территории Казани. Авторы стратегии – специалисты республики и иностранные архитекторы. Французский урбанист Эдуард Моро предлагает сверхамбициозное решение – изменить жизнь города. Цель – создать крупнейшую экосистему и первый городской парк в России. Непрерывную экосистему внутри имеющегося города. Это наша амбиция. Берега реки он предлагает наполнить жизнью. Появятся новые объекты, изменится концепция старых. Really integrate all this area into one park here. То есть интегрировать все это в один единый парк. Have a connection through here. Будет связь здесь, соответственно. And it's very important because this is Istanbul Boulevard. Очень важно, потому что есть ось сквер Стамбул. So it's important to соединяется. Good. Неплохо было бы вернуть скамейки, которые здесь раньше были. То есть место, где можно было бы присесть, полюбоваться элементарными видами Казани. Место, где можно было бы присесть всей семьей. Какие-то столики с зонтами, возможно. Оживет и чаша, и вся прилегающая к ней территория. Причем это будет лишь малая часть всех ярких локаций. По проекту кардинально изменятся более 10 километров берега. А в итоге преобразятся все 68 километров береговой линии города, благодаря тем самым паркам, которые появятся по всей Казани. В Адмиралтейской, Слободе, у Кремля, стадиона, Кировской дамбы. Все приведут в порядок. Речь о правом береге Казанки, а точнее об его уникальной природе, которая сегодня частично превращается вот в такие вот неприглядные места. Рустам Нургалевич идею поддержал, поручил нам определить этапность запуска, старта работ. Мы, безусловно, осознаем, что мы находимся в не самой простой экономической ситуации сегодня, но мы будем рассчитывать на то, что президент будет поддерживать нас по возможности, определив это одним из своих приоритетов. Пока стратегия рассчитана до 2030 года. За 10 лет берега Казанки планируют превратить в первый национальный парк России. Рамиль Шайдулин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. А в эти дни все внимание приковано к набережной озера Кабан и предстоящему празднику республики. Рустам Минниханов в своем инстаграм приглашает всех сюда, чтобы 30 августа вместе воссоздать историческую атмосферу. Год столетия ТССР. Время создавать новые традиции, написал президент под публикацией. Каждый из нас может присоединиться к ретро-гуляниям. Время подбирать костюмы. Существует отличная традиция – устраивать праздник национального костюма. Ждем вас 30 августа на городском променаде. К другим темам. В Татарстане за сутки зарегистрировано еще 30 случаев коронавируса, 7 человек госпитализированы. Как сообщили в Минздраве, тяжелых случаев все меньше. В новом корпусе республиканской инфекционной больницы сейчас находится 130 человек. В Татарстане сейчас есть возможность госпитализировать всех больных ковид с угрозой осложнений. Количество госпитализированных обусловлено тем, что в целом заболеваемость падает. И мы видим, что из 30 заболевших сегодня 7 госпитализированы. Они, в общем-то, попадают в стационар большей частью
по перестраховочным мотивам, потому что сегодня такая возможность существует. В новых условиях готовятся работать школы. Всем, кто заходит в здание, будут измерять температуру, установят санитайзеры. Учителя должны быть привиты от гриппа. Об этом сегодня сообщили на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Здесь отметили, чтобы не допустить сезонной эпидемии гриппа, привить нужно не меньше 75% учеников. Наша служба в приемной, то предстоящей сегодня необходимо максимально защитить и детей, и персонал школ от гриппа. Тем более, что есть эффективная, проверенная годами вакцина. 86% учебных заведений на сегодня уже готовы к открытию. Нарушения исправляют в 25 школах Казани, а также в Елабужском, Зеленодольском и Мамадышском районах. В Балтасинском, Пестричинском и Кукмарском пожарные пока не выдали разрешений ни одной школе. Время на устранение нарушений еще есть. Экономить на безопасности детей не стоит, отметили сегодня в правительстве. Напомним, с начала года в Татарстане произошло 5 пожаров в колледжах и школах. Первое – это то, что неисправность автоматической пожарной сигнализации, эвакуации о пожаре. Потом, где это пути эвакуации не соответствуют требованиям нормативной пожарной безопасности, или же отделаны горючими материалами. Это недостаточно подъездные пути водоснабжения. Родители не должны покупать термометры и дезинфицирующие средства для нужд школы и собирать с них деньги на это незаконно. Сегодня об этом говорили в Казанском Кремле. Отвечая на вопрос журналистов. Санитайзеры – это требование Роспотребнадзора для нового учебного года в условиях пандемии. Если с вас требуют деньги, звоните на телефон горячей линии Министерства образования, который сейчас на экране. Если действительно где-то есть факты, связанные с тем, что родители требуют купить какие-то термометры, это, безусловно, незаконно, быть такого не должно. Приемные комиссии в Татарстане завершают работу и в первую очередь зачисляют тех, кто набрал на ЕГЭ максимальное количество баллов. Таких в Татарстане в этом году 239 человек, но есть среди них и те, кто стал сразу 200-бальниками. Юлия Гоголева встретилась с одной из самых умных. Здравствуйте. Здравствуй, хорошая моя, здравствуй. Как дела у тебя? Хорошо. Отдохнуть успел чуть-чуть. В родной класс теперь уже выпускница Алиса Кушаева заходит с ностальгией. За этими партами она готовилась к ЕГЭ, и очень многие ее одноклассники показали достойные высокие баллы, ведь это физико-математический лицей. Но только Алиса написала на все 100 сразу 2 предмета – математику и информатику. Удача не имеет первостепенного значения, важнее умение сконцентрироваться и разбираться во всех темах. С будущей профессией Алиса пока не определилась, но уверена, свяжет ее с математикой. Любовь к ней помогла привить классная руководительница. Заданий было так много и такие интересные, что обошлась без репетиторов. Впрочем, учительница математики скромничает и говорит, в случае Алисы результат был предсказуем. Результат действительно заслуженный. Здесь все в одну точку сошлось. Способности очень хорошие, трудолюбие очень и воля к победе, что называется. Елена Михайловна в школе работает 17 лет, так что опыт в подготовке к ЕГЭ огромный. И здесь, говорит, побеждают те, кто сможет взять себя в руки. Многие дети, которые могли бы получить такой результат, не справились с нервами и решали совсем другую задачу, а не ту, которая была написана. То есть они просто от волнения не так прочитали условия. С такими идеальными баллами Алису бы легко зачислили в лучшие вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Но такую перспективу девушка даже не рассматривала. Документы она подала в КФУ на направление математика в цифровой экономике. Говорит, родную Казань ни на что не променяет. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ «Казань». Первый раз первый класс и с подарками, портфеля с ортопедической спинкой, канцтовары для первоклашек. Таиф НК принимает участие в традиционной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Более 10 лет предприятие «Таиф НК» поддерживает малоимущие и многодетные семьи Нижнекамска. Для будущих первоклашек и их родителей совместно с Центром социальной помощи семье и детям «Веста» был организован праздничный концерт. Но больше всего виновники торжества радовались, конечно, подарком. Руководство компании понимает, что как сейчас сложно собрать ребенка в школу, а тем более, если это многодетная семья, то это просто неподъемная, может быть, сумма. Поэтому вот уже более 10 лет компания поддерживает эту акцию «Помоги собраться в школу», и в центре «Веста» традиционно вручает портфели многодетным семьям. Эта поддержка для семей является по-настоящему необходимой. У Натальи Лаос из Камских Полян 4 детей. Старшая в этом году идет в 1 класс. В связи с трудным финансовым положением в семье любая поддержка является для них существенной.
портфель стоит, ну, я не знаю, уже он, дорого стоит он. Рублей 500-600, наверное, будет он. Элементарно я на эти 500 рублей могу неделю пожить продуктами, покушать. Счастливые улыбки на лицах детей и благодарность родителей. Главная цель акции достигнута. Все собравшиеся поблагодарили руководство ТАИФНК за оказанную помощь. Стоимость одного такого набора – около 5000 рублей. Хочется сказать слова благодарности руководству, сотрудникам акционерного общества ТАИФНК, пожелать им здоровья, процветания, благополучия. Ну а детишкам я хочу пожелать в добрый путь к знаниям. Я желаю им получать только 4, 5, радовать всех нас, радовать родителей, но также государство радовать. Успехов им! Детский сад все сам строит казанец. Отец ребенка с ограниченными возможностями решил открыть детсад для всех особенных малышей. О человеке с удивительным сердцем и как ему можно помочь. Все подробности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». 357, 21 направление, 240 часов эфира. Ровно через 10 дней стартует крупнейшая деловая онлайн-платформа «100% Татарстан». Это площадка, где всему миру презентуют инвестиционный потенциал республики. В числе спикеров проекта известные федеральные эксперты, политики, крупные бизнесмены. Пока дискуссии остаются за кадром, идет подготовка. Алия Хайрудинова сегодня заглянула в закулисье проекта. Сначала мы узнаем в соцсетях, произошло, потом мне хочется узнать, почему, кто виноват. Рейтинг вечерних новостей вскакивает в разы. Человек, прочитав где-то в интернете, он уже знает, что случилось, как случилось. Он вечером включает телевизор. Вот так бурно и эмоционально проходит запись панельной дискуссии СМИ «Инновации и традиции». Куда двигаться, как сохранить аудиторию и что станет с телевидением. 76% населения Татарстана пользуются интернетом. 1,5 часа в день каждый из них тратит на социальные сети. И тут важен качественный контент и использование всех платформ. И неважно, телевидение это газета или радио. Главное – мультимедийность. Сейчас все переходит в цифру, занимает все медиаплатформы. Не случайно именно с этой темы начинается подготовка проекта. СМИ открывают республику миру. В этом же и цель 100% Татарстана. Показать, насколько Татарстан открыт всему миру, насколько он готов впитывать, вбирать в себя наилучшие опыты мировые во всех сферах нашей жизни. В экономике, промышленности, в журналистике, во всех сферах. И как он готов и отдавать тоже миру то, что наработано здесь. Татарстанская журналистика, она одна из ведущих в России, она сильно развивается и в области интерактивности, мультимедийности, многогранности. Вопрос в том, чему служит эта журналистика. Мы у себя в Татарстане считаем, что у нас журналистика все-таки служит прогрессу и развитию нашей родной республики. Это одна из первых сессий, таких будет больше 300. Параллельно будут идти онлайн-форумы. Принять участие сможет каждый. Мы считаем, что это будет актуальной и интересной площадкой в период, когда мало проходит мероприятий. В общем-то, в принципе, должно получиться очень интересно. Там есть разные форматы, и есть формат интервью, как у нас с вами сегодня, есть формат дебатов, когда есть люди, которые там ругаются, имеют, так скажем, противоположное мнение по каким-то таким назревшим вопросам. Платформа будет работать до 10 сентября. Все трансляции будут идти на 3 языках – русском, татарском, английском. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В проекте «100% Татарстан» примет участие Рустам Минниханов. Президент выступит на площадке форума и расскажет об инвестиционном климате в республике, о возможностях для инвесторов и реализованных идеях, перспективных проектах и направлениях, а также об особых условиях, которые предоставляются резидентам экономических зон. В один из дней, предполагается, что Рустам Нургалиевич будет выступать именно в качестве как такого основного гаранта для любого инвестора, от самого маленького до самого крупного, потому что вы знаете, что он всегда лично до пандемии, во всяком случае, пока это была возможность, проводил встречи со всеми потенциальными инвесторами, возможность пригласить их сюда, дать им гарантии того, что будут соответствующие какие-то преференции. Чтобы сердцем не стареть, они идут на сцену. Сегодня в Казани фестиваль «Балкыш» собрал тысячи зрителей со всей республики. В этом году он прошел не только офлайн, но и онлайн. Таланты 55+, вновь и вновь доказывают, что могут дать фору молодым. Как узнала Наталья Мезина. Победный самовар у Вахита Галеева точно без дела стоять не будет. В семье ветерана Великой Отечественной войны 9 детей и уже 59 внуков и правнуков. Отдыхать некогда. В свои 94 он продолжает писать стихи и петь песни. В 7 классе
когда учился. Уже на татарском языке, кажется, не были стенные газеты. То есть печатали мои стихи. В этом году грандиозное выступление с фестиваля «Балкыш» можно послушать не только вот так, стоя под открытым небом в Казани, но и во всех уголках республики. И все благодаря онлайн-трансляции. Прямо сейчас к ней присоединились уже тысячи зрителей. В необычном формате проходил и отбор. Съемочные группы объехали 47 поселков и деревень, чтобы отыскать таланты. Единственное правило – участвует только 55+. Количество участников 1945 человек. Это победный год. Символично. 75-й годовщине Великой Победы посвящен нынешний фестиваль «Сияние». Поэтому о войне здесь вспоминают в стихах, прозе, песнях. Сергей и Сания сияют на сцене уже 7 лет. Их дуэт «Счастье» случайно сложился в реабилитационном центре. Теперь льется песней для зрителей. Появляется желание просто спеть для близких людей, что ли, от души. От души, да. От души. И когда вот так относишься к песне, тогда песня получается, в принципе, и волнение потом проходит. За 6 лет фестиваль стал визитной карточкой Татарстана. Число участников увеличилось в 7 раз. Фестиваль «Балкыш» не отменился. Он проходит в совершенно новом формате и объединяет, может быть, еще большее число людей, тех, кто в силу здоровья и так не может выйти из дома. Талантливых пенсионеров поблагодарил и Рустам Миниханов в поздравительной телеграмме. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за весомый вклад в созидательное развитие родной республики. Впереди еще один яркий галоконцерт. В октябре таланты всей республики соберутся на одной сцене. Мы с Миленочкой пойдем воевать на парочку. Он пойдет за командира, я за санитарочку. Наталья Мезина, Дельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня на Болгар-радио подвели итоги творческого конкурса. В нем участвовали более 600 слушателей. Они должны были исполнить песню на татарском языке и выложить в свой Инстаграм. Победителями стали 12 человек. Сейчас они смогут выступить на концерте Болгар-радио на одной сцене с профессиональными артистами. А на детском телеканале Шаян ТВ сегодня награждали уже не исполнителей, а авторов песен. Здесь подвели итоги конкурса «Песни детства». Пришло 46 заявок от известных писателей и композиторов. Сегодня компетентное жюри выбрало 5 музыкальных произведений. На эти песни снимут клипы и будут транслировать на Шаян ТВ. Напомним, на татарской эстраде острый дефицит детских песен. Решить вопрос через творческие конкурсы еще в прошлом году поручил президент Татарстана. И количество заявок только подтверждает интерес к татарскому языку высокий, и необходимо отвечать на запросы аудитории. Их нужно издавать. Если песни не изданы, их не видят ни сотрудники, музыкальные работники детских садов, ни учителя, которые ведут уроки пения. И кажется, как будто у нас нет этих песен. То есть нет популяризации этих песен. Нужно делать клипы, нужно на телевидении их больше исполнять. За рулем только девушки. Сегодня госавтоинспекция собрала уже в 20-й раз в Казани лучших автоледи республики. Тех, кого не пугает параллельная парковка, заезд задним ходом и автомобильные поломки прямо на трассе, увидела Вероника Гайнудинова. В сторону, удобная обувь сегодня не помешает. Они приехали на конкурс ломать стереотипы о женском вождении. Красятся только до старта, за рулем все внимание дороги. Мы, женщина, водим хорошо и получше некоторых мужчин. 12 автоледи в финале. Они уже лучшие в своем районе. Габаритный коридор, змейка передним ходом, параллельная парковка, гараж, крест и стоп-линия. Сегодня все задания на скорость. Год-то за рулем или 20, здесь не важно. Испытания одинаковые для всех участниц. Как они признаются, в принципе, ничего сложного. Правда, параллельная парковка занимает больше всего времени, но зато старт и финиш у них не хуже пилотов Формулы-1. Для каждой участницы важна и поддержка. Очень сильно горжусь. Не знал, что у меня у супруги такой потенциал. Было такое, что пытался какие-то моменты объяснить, но теперь вижу, что объяснять нужно мне. У каждой автоледи есть и свои хитрости на дорогах. Вчера я уверенно шла, зная, что это главная дорога, меня подрезал УАЗ. И еще на меня кричал, что я еду неправильно. Но я не конфликтую, поэтому я пропустила благородно и поехала дальше. К
Слово, за последние 4 года женщин, которые садятся за руль, стало гораздо больше. Так, в Татарстане только за 2019 из 16 тысяч человек, получивших права, 9 тысяч женщины. Несмотря на определенные мнения, что девушки ездят очень неаккуратно или безалаберно, я с этим не соглашусь, потому что статистика ДТП говорит о другом. Количество дорожно-транспортных происшествий и погибших, и пострадавших в них под управлением и по вине женщин, автолюбителей, в разы ниже, чем у мужчин. Конкурс впервые прошел в Челнах в 1998 году. Через год провели в Казани. С 2000-го проходит в статусе республиканского. Лучшей сегодня стала Надежда Кнурова из Альметьевска. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго и до новых встреч. Здравствуйте! В предстоящие сутки погодные условия начнут улучшаться. Более подробно чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» – забота о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Бугульме, Бавлах, Азнакаево в пятницу, несмотря на облачность, температура воздуха начнет повышаться, местами небольшой дождь. На северо-востоке Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков. И здесь, пусть и медленно, но становится теплее. Дневная температура 17 градусов выше нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура немного повысится. Теплый воздух начинает поступать и в Арск, в Кукмар, Балтаси. Здесь пока облачно, но погода налаживается. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном скоро тоже станет намного теплее. А пока без осадков и плюс 20. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше начинается улучшение погодных условий. Пятница облачная и прохладная, но скоро станет еще теплее. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 августа в аптеках «Экона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс – 219 рублей. Тантум Верде – 259 рублей. Троксивазин – 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В пятницу в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 12, днем 19 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 64%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна интересная информация. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. Учись в Казани, живи с Акбарс Дом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77.